Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 27 октября. Это у нас будет пятница. Будние дни я смотрю на колоде пасьянс. Мы смотрим с вами все знаки в двух частях. Это первая часть. Овны. 27 октября. События дня. Так, смотрим. Успех. Первое событие вас ждет в пятницу. Луна. Событие, которое повторяется постоянно. Исполнение желания. Цветок. Будильник. Это какая-то проблема со временем. Опоздание или спешка, наоборот. Слезы. Могут быть слезы радости от исполнения желания. Гости. Деловой разговор. Бабочка. Так, и сейчас я еще просмотрю горизонталь, вертикаль. Сундук нельзя. Ну, здесь нет. Значит, смотрите, у вас в этот день выходит успех в делах, деловое общение, событие, которое повторяется каждый месяц, гости. Из минуса какая-то проблема со временем, да, будет неправильно распределено время, будет то спешить, то опаздывать, то ждать, поэтому вот правильно распределяйте время. И также еще будет исполнение желания и слезы. Ну, слезы могут быть и со знаком плюс. Так что вот такой день. Предупреждение – это время. Благодарю за внимание. Овны, перехожу я к тельцам. Тельцы. 27 октября. События дня для тельцов. Книга. Первое событие. Это посещение госучреждения. Казенный дом. Победа. Деловая встреча. Вот смотрите, да, то есть на какой-то встрече может быть хороший для вас результат. Может быть, это будет в казенном доме, в госучреждении. Других событий не выпало, да, то есть это какое-то важное будет событие. Метла. Еще может быть небольшая ссора с кем-то вечером. Ну, больше не вижу совпадений. Получается, в этот день посещение госучреждения, деловая встреча, хороший результат, да, то есть победа, достижение и небольшая ссора, минус. Ну, опять же, этого можно избежать при желании. Вот такая информация для вас, тельцы. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к близнецам. Смотрим, близнецы. 27 октября
27 октября, события дня, Близнецы. Ссора показывает. Метла, может быть небольшая ссора с кем-то. Деловая встреча. Скользкое дело, рыба. Интимная связь. Деньги. Горизонталь, вертикаль не нашла. Что я увидела? У вас может быть ссора в этот день небольшая. Да, то есть может быть деловая встреча, интимная связь, какие-то хитрости, манипуляции по рыбе. Да, то есть рыба — это всегда скользкое дело, когда вас заманивают в свои сети, поэтому будьте осторожны. И карта еще показывает, у вас будут какие-то финансовые операции в этот день. Вот такие события для вас. Близнецы, даже парочка предупреждений, да, то есть рыба и метла. Благодарю за внимание, и я перехожу к ракам. Смотрим, что у раков. Раки, 27 октября. События дня. Пятница, раки. Сразу же выпадает лебедь, верность. Гармоничные отношения в паре. Луна. События, которые повторяются каждый месяц, могут быть. Посещение госучреждения. Может быть, вы каждый месяц ходите, да, вот в какое-то госучреждение. Подсвечник — это надежда. Ага, и рыба тут же есть еще. Скользкое дело и надежда. Хорошее настроение, солнце. Весы, сложный выбор. Колебания, сомнения. Да, то есть, возможно, вы будете интуитивно чувствовать, что это обман, поэтому будут сомнения. Соглашаться, не соглашаться. Вот если такое будет, обязательно прислушайтесь, да, к своей интуиции. Прибыль, сундук, финансовые поступления. Так, смотрим. Сейчас еще здесь я посмотрю. Нет, не вижу. И, значит, смотрите, что получается в этот день. Хорошо все будет в личной жизни. Лебедь, доверенность. Дальше события, которые повторяются каждый месяц, будет посещение госучреждения, финансовые поступления. Да, то есть это плюс. Хорошее настроение плюс. Надежда. Да, то есть какие-то надежды есть, скорее всего, частично они будут, да, у вас реализованы. Предупреждение. Рыба, скользкое дело
И еще тоже такое нейтральное событие, не плюс, не минус, это весы. Да, то есть колебания, сомнения, непонимание, как делать, да, то есть какую сторону выбрать, да, какой дорогой идти. Поэтому это тоже такое не самое приятное событие. Вот такая информация для вас на пятницу. Благодарю за внимание, раки. Перехожу я к львам. Сейчас будем разбираться с львушками. Львы. 27 октября. Сразу же удача выпадает, подкова. Первое событие. Счастье, удача, везение у вас в кармане в пятницу. Свидание. Деловая встреча. Да, то есть одна встреча приятная, одна встреча больше деловая, рабочая. Любовь. Периметр не вижу. Значит, что у вас выпало? 4 события. Первое показывает, что удача, да, на вашей стороне, фортуна. Дальше все хорошо в личной жизни, любовь, свидание или какая-то приятная встреча. И также у вас может быть еще деловая, рабочая встреча в этот день. Вот такие события для ушки. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к девам. Сейчас будем смотреть, что у дев. 27 октября. Так, 27 октября, девы. Покажите мне события дня. Якорь, первое событие. Он показывает, что вы можете где-то в пятницу с утра надолго заякориться. Ну, либо еще бывает поставить точку в каком-то, да, вопросе. Дорога. Ну, похоже, что это будет прибытие, якорь. Да, вот куда-то приехали, бросили якорь. Чемодан. Временная разлука. Тут еще тоже на машине, видите, чемодан нарисован. То есть, может быть, вы будете куда-то уезжать. Ножницы. Решение вопросов. Будильник нельзя. И это очень хорошо, что он не получился. Интимная связь, кровать. Еще иногда кровать показывает просто желание пораньше лечь спать, отдохнуть. Нерешенный вопрос, смотрите, да, то есть цепь показывает, что должен был быть нерешенный вопрос, возможно, вы много раз пытались решить и не получалось, а именно в пятницу получится, потому что ножницы выпали, а ножницы они как бы разрезают эту цепь, да, то есть и решают этот вопрос. Так что у вас в пятницу может решиться вопрос, да, который вы много-много месяцев или даже лет, если брать якорь, много лет не могли решить, да, и вот именно в пятницу вы можете поставить точку. Кстати, так как это коридор затмений сейчас идет, возможно, это какой-то кармический вопрос. И вот у вас, знаете, как уже на выходе, да, получится закрыть, да, этот вопрос.
Ожидание. Мешок нельзя. Маску нельзя. Яблоко нельзя, и здесь нет. Значит, смотрите, что я нашла здесь у вас. Дорога, чемодан, решение вопроса, да, который долгое время не решался, не получилось решить. По якорю точка, остановка, ожидание, долгое выжидание. Возможно, придется подождать решения, да, этого вопроса в течение дня. Ну, как бы, ну, в принципе, здесь ожидание может быть и в дороге какое-то, то есть тут точно будет ожидание в этот день. И может быть еще интимная связь, кровать. Вот такие события для вас. То есть для вас этот день будет очень результативным в плане решения какого-то вопроса. Благодарю за внимание, девы. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов, значит, и до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку я оставила уже для вас внизу под этим видео в описании. Нажимайте, переходите, мы с вами увидимся во второй части.